Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что сулит вам судьба в скором времени? Смотреть я буду на 2-3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою судьбу, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну давайте разбираться. Что же сулит вам судьба в скором времени? Ну, начнем с человека. Вот он вышел, такой, знаете, храбрый, дерзкий, боевой. Возможно, это человек военный, возможно, связан с военным делом. Ну, либо, в принципе, такой, знаете, борец, по жизни идет борец. Судьба сулит вам с этим человеком встречу, у кого-то встреча, да, может быть, вы уже знакомы, может быть, даже это часть вашей жизни, этот человек, долго не виделись, где-то был, встречу сулит, у других сулит знакомство. Знакомство для серьезных, таких стабильных, крепких отношений. Очень крутой идет человек, очень крутой. Если смотрит меня мужчина, просто переворачивайте на себя. Крутая женщина с таким бойцовским характером. Смелая, яркая, но в то же время любящая и заботливая. Такой мужчина, либо женщина. Плюс по поводу этого мужчины. Здесь крючок идет. Ну, попадет на ваш крючок. Прилипнет к вам, прям сразу прилипнет. А если это уже знакомый человек, то человек все понял. Все прям понял, что без вас никуда и жизнь не мила, и больше я никуда не поеду, не уйду. Да, будем всегда вместе. То есть у вас на крючке этот человек. Очень, кстати, славная картинка. Еще у вас здесь лодочка. В лодочке сидит зайчик. Смотрите, какие ушки у него. Зайка. Плывет, почти подплывает к вам. Но здесь кто-то решится. Решится на поступок, на действие, на предложение. Вы все разные. Возможно, вы с кем-то что-то обсуждали, либо договаривались, либо ждали от человека решения. А человек такой, знаете, то с вами, то в лес, то с вами, то в лес. Да, вот как заяц. Зайцы, они шли трусливые. Видите, все-таки плывет. Медленно, но уверенно плывет в вашу сторону. Здесь договор в силе. Да, человек вот именно с вами будет либо сотрудничать, либо что-то делать, решать, давать, не знаю, заказывать. В вашу сторону плывет. Вы не думайте, что заяц. Заяц при деньгах. Потому что лодка большая и добрая. То есть денег у этого человека много, возможностей много. Если уж даст вам слово, либо вы там сговоритесь с этим человеком, поверьте, все сделает, как надо сделает. Так, еще судьба сулит вам дорогу. Причем не одну, а как у вас, знаете, одна дорога на другую накладывается. Либо несколько дней подряд куда-то будете ездить, либо, поехав в одно место, вы еще куда-то поедете. Одна на другую накладывается. Почему-то вижу, что устанете в этих дорогах. Но будете довольны. В целом, да, в целом будете довольны, что поехали, что кого-то увидели, с кем-то договорились, просто красивую природу повидали. Довольны. Устанете, но довольны. Так, еще вам судьба сулит какую-то работу. Работу. Мне идет как дополнительная работа. Это не является вашим основным видом деятельности, а, возможно, делаете для себя, для души, либо так, подзаработать, какую-то сумму подзаработать. Идет такая работа, причем работы будет больше, чем обычно, либо больше, чем вы готовы взять. Но и денег, соответственно, тоже будет больше. Благодарности будет больше в вашу сторону. Хороших отзывов будет больше. Вас рекомендовать станут.
Так и даже клиенты дополнительные придут. Не стоит отказываться, не стоит. Даже если вам не особо надо, все равно согласитесь. Потому что здесь на кону прям такой крутой куш идет. Причем в долгосрочной перспективе. Не сейчас, вот там, я сделала работу, завтра деньги получила. А здесь именно о вас начнут говорить, реклама пойдет. А вы же знаете, да, самая лучшая реклама — это от человека к человеку, сарафанное радио. Запустите эту рекламу, пусть будет, она вам еще пригодится. Так, еще у меня здесь человек, который что-то празднует. Празднует, довольный, веселый, счастливый. Кричит о своей победе. Забрался на какую-то горку и кричит об этом. Может быть, это вы. А может быть, кто-то из ваших близких. Но ведь справа вышла, справа. Здесь точно без вашего участия не обошлось. Очень хороший знак. Причем горка такая, знаете, крутая горка. Здесь не один раз человек падал, вставал и дальше лез. И все-таки залез, на вершине стоит, празднует, победу свою празднует. Либо вы, либо кто-то из ваших близких. Еще мне месяц выходит. Месяц и рог. Смотрите, у них отыграется через сон, либо через сны. Вы получаете какое-то изобилие информации, изобилие, может быть, по здоровью. Да, все разные, да, мы все разные. У кого-то проблемы по здоровью из-за нехватки сна, а у кого-то, например, проблемы с деньгами из-за нехватки информации, да, непонимания, каким путем идти, куда идти, с кем идти. Вот, спите побольше, выкраивайте время на сон обязательно. Кто-то будет вещи сны видеть, ну а кто-то будет действительно добирать здоровье, столь необходимое и столь тающее прям просто в руках, да, из-за усталости, из-за того, что вы много работаете, нервничаете, очень мало спите. Вот, смотрите, месяц и рог. Причем рог изобилия в вашу сторону падает. Надо спать, надо соблюдать этот график, да, график работы и отдыха обязательно. Хотя бы чуть-чуть увеличьте норму своего сна, поверьте, вам это прям таким большим жирным плюсом скажется. Так, левая сторона. С левой стороны здесь человек, который вашу удачу забирает. Подкову в свою сторону повернул. И еще как что-то, смотрите, что-то ваше. Либо на что-то ваше зарится, либо уже конкретно отбирает. Человека, ноги широкие, стоит как будто бы на двух берегах. Как будто одной ногой в чем-то вашем, либо на вашей территории, а другой ногой где-то там далеко. Ну, либо в интернете, либо у вас разные статусы с этим человеком, и также разный уровень жизни может отыграться. Опять же, вы все разные, но то, что вашу удачу забирают, то, что что-то ваше вот себе хочет забрать, 100%. Судьба вам сулит стычку с этим человеком, причем такую достаточно жаркую. Жалеть этого человека нельзя. Нельзя. Знаете, здесь на кону ваше будущее. У кого-то из девчонок прям может отыграться стычка с соперницей. Соперницей мужчину вашего хочет забрать, увести. Может быть, как претендует тоже на него. У других отыграется, может быть, на работе, да, вас хотят подсидеть, выжать, как обойти, да, должность какую-то занять. Может быть, в бизнесе такая ситуация, когда конкуренты просто уже напирают, обнаглели, на шею залазят. Здесь стычка будет. Я вижу, что справедливость будет на вашей стороне. Но здесь и кулаки нужно иметь жесткие, да, такие быстрые, мощные и хлесткие. Вот это очень хорошо поможет. Не думайте о том, что кто-то что-то про вас подумает, скажет, там, посчитает, что вы невоспитанный человек. Пусть думают и считают сколько им угодно. Вам главное свое отстоять, да, либо свое отбить. Вот это главное. И чем громче вы это сделаете, тем у вас периметр безопасности больше будет. Да? Люди ведь не тупые.
когда они видят, что вы умеете свое назад забрать, либо за себя постоять, они уже не рискуют, они уже к вам не подходят, а обходят вас какой-нибудь там 9-10 дорогой. Понимаете, о чем говорю? Здесь стычка, и стычка достаточно жаркая. Значит, ничего не бойтесь, вы сильны как никогда, здесь все на вашей стороне. Главное, чтобы вы не были там слишком мягкие или вежливы, учтивы. Вот это вообще противопоказано. Надо быть жестким, надо быть хлестким и надо стоять до конца. Вот на своем. Вы отобьете свою удачу обратно. Вы свое заберете. Вот это я вижу. Так, еще с левой стороны какой-то человек к вам прицепится, как репях прицепится к подолу вашей юбки. Мужчина то же самое, женщина к вам может прицепиться. Вот именно, знаете, как набиваться будет. Там, в любовнице, в женихи могут набиваться. Немножко такая бесячая ситуация, но она как-то конкретно поднимет ваш имидж. Здесь этот репешок, он свою роль сыграет. И роль эта не маленькая на самом деле. Здесь в глазах окружающих вы как цену приобретаете, ваша ценность растет. Особенно если вы, как говорится, жених на выдане, либо невеста на выдане. Здесь, да, здесь очень такая яркая роль идет. Вы там слишком этого человека не гоните от себя. Ну, не знаю, договоритесь, что ли, да, полюбовно договоритесь, что нет, мы не будем женихом и невестой, либо мы не станем любовниками, но дружить мы можем, да, общаться мы можем. Смешной человек, кстати, идет. Смешной. Но очень такой, знаете, страстный и решительный. Даже если это женщина. Страстная и решительная. Прям может заставить вас краснеть. Может быть, да, нужна вам эта встряска, чтобы вы немножечко в себя пришли, чтобы не искали в себе тут лишних комплексов, либо недостатков. Смотрите, прям за вами человек бегать будет. Пару дней, но точно будет. Позабавитесь, кстати. Так, еще судьба сулит вам лошадь. Лошадь на длинных ногах. С тонкой шеей на длинных ногах. Влево смотрит. Вернее, смотрит-то влево, а голову повернула вправо. Хвост у нее какой-то необычный. Ну, по лошади у нас всегда проходит работа. Длинные ноги, либо где-то далеко надо будет работать, либо в долгую работа идет. Голова слева направо повернулась. Я так понимаю, что эта работа вами когда-то рассматривалась, либо когда-то вам была интересна, либо в принципе эта работа вам желанна. Да? Вот я хочу быть там, не знаю, начальником, либо хочу занимать какую-то должность. Но головой, скорее всего, вы понимали, что это невозможно, что вас не возьмут, вас не примут, что нужно, не знаю, там спецобразование иметь, да, соответствовать, квалификацию. Ну, много там всяких условий было. И вы понимали, что нет, я не подхожу, не котируюсь, вот не возьмут меня. Смотрите, эта лошадь повернула к вам голову. А это говорит о том, что у вас появляется шанс, либо даже вам могут что-то предлагать. А может быть, вам самому, либо самой следует себя предложить. Бояться не надо. Здесь хорошие условия образуются. Может быть, не завтра, но в течение какого-то короткого времени, да, есть возможность устроиться на эту работу. Для вас, либо для кого-то из ваших близких. Длинные ноги. Либо ехать куда-то, либо это будет работа в долгую. Но стоит рискнуть. Оно того стоит. Вот поверьте, бояться не надо. Даже если вам уже отказали, все равно еще раз попробуйте. Там что-то поменялось конкретно, потому что лошадь повернула в вашу сторону, да, голову повернула в вашу сторону. Надо пробовать. Если вы когда-то мечтали там открыть свой бизнес, чем-то своим заняться, либо каким-то видом, родом деятельности заняться, вот время пришло пробовать. В прямом смысле слова. Пробуйте, не бойтесь. Не ждите прям сразу вау результата, да, на это уйдет какое-то время. Но поверьте, условия очень шикарные. Вот прям идеально подходящие идут. Плюс, смотрите, здесь человек стоит, за ногу лошади держится. Возможно, этот человек прям
вам как руки раскроет, да, объятия раскроет, а возможно, помогать вам станет. А возможно, именно на этой работе вы с этим человеком встретитесь, познакомитесь. Ну, хороший на самом деле знак, очень хороший. Так, еще у вас тут как кресло, да, кресло какое-то стоит. Причем кресло шикарно, опять же, влево смотрит. У вас все влево смотрит. Трон, кресло, трон. Ну, кому-то руководящая должность идет, либо высокопоставленный человек, ну, например, там, директор, чиновник, какой-нибудь там главный управляющий, на вас обратит внимание, либо будет к вам благосклонен. А возможно, вы займете это кресло, кто знает, вы все разные. Но прям выходит. Смотрите, кто захочет, кто не поленится, не побоится, тот свой трон займет, 100% займет. Либо сможет договориться с высокопоставленным лицом, кем бы он, либо она не был. Так, еще очень важный момент, что сулит вам судьба. Здесь судьба сулит какое-то прекрасное, яркое, доброе, позитивное событие для семьи, у которой есть дети. Только вот я понять не могу, это будет событие, связано с детьми, либо это в принципе какое-то событие, где все задействованы. Но неважно, не суть. Суть заключается в том, что это будет какой-то праздник, это будет феерия, это будет радость, счастье, улыбки, смех, и даже какие-то подарки. Вот именно семья с детьми. Семья с детьми идет с левой стороны. Не ждете, не думаете, не гадаете, не предполагаете, но это произойдет. Весело, здорово, прекрасно, впечатлений, ну просто целый океан. Причем для всех, и для взрослых, и для малышей, для детей. Так, еще судьба сулит закрыть чей-то род. У кого-то очень большой род, и этот человек, ну, плохо о вас отзывается, плохие слова вам говорит, может быть, в чем-то вас обвиняет. Знаете, как вот гадость какая-то из этого рта прям фонтаном льется, да. Фонтан идет. Судьба закроет этот род. Здесь не могу сказать конкретно, каким образом, но род схлопнулся, закрылся, как, знаете, зарос. Что-то такое, прям, знаете, рот закроется, больше не откроется. Может, даже в прямом смысле. Конечно, мы никому ничего не желаем, да, но это факт. Здесь вот четко показано. Схлопнулся и как сросся. Слишком большой был. Человек слишком громкий был. Так, еще я вижу волны, но волнами обычно показывают какие-то перепады в настроении, либо эмоциональные качели. Да? Человек то боится, то уверен в себе, то что-то опять меняется, там откладывается, переносится. Волны. Я вижу, что вам предстоит на этих волнах не раз покататься. Причем за день, даже за один день, за сутки, может быть несколько таких, давайте назовем, штормов, да, вот, и вы прям на волнах. Здесь вам совет такой идет, что вам не нужно бояться этих волн, а нужно поймать именно свою. Потому что в каждой такой ситуации для вас идет какая-то выгода, либо какой-то шанс, какая-то возможность. Надо быть повнимательней и надо пользоваться любой ситуацией, в которой вы оказываетесь. Для вас я не вижу чего-то плохого. Для вас я вижу шансы, которыми грех не воспользоваться. Вот так мне идет. Мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.